Уажы ҳазегьы амала ҳшьапы ҳақәгылароуп уажәы шәаныҩналоз, абас еиԥш иҟаз ақьаад шәырҭеит шәызегьы. Сшәыҳәоит абри шәнапаҿы ишәкызар сҭахуп. Друзья мои, при входе в храм вам раздавали, значит, листки. Пожалуйста, друзья мои, проходите, там у входа не стойте, вот здесь впереди есть места, проходите. Значит, раздавали вам вот такие листки. Я хочу, чтобы это вы держали в руках. Избанзер харанас яха хайзара акерсян нахажларейзару хаус хазлаго рабхедза иргыланы анцәа иҳәара лауп ҳшалаго. Уажәы ҳара ҳалагаанӡа ара иҩнаҳгалоит аԥшьаҩыра, анцәа иажәа зну аԥшьаҩыра. Избанзар ҳара ҳқьырсианцәагьы нас егьырҭ адинхаҵара змоу реиԥш изышьақәгылоу анцәа иажәа знууп ашәҟәы. Аха ари иҩнаҳгылоу ашәҟәы уажәы ара ҳаԥхьа идҳаргылараны ҳаҟоуп. Ари ашәҟәы ҭыжьын зқьи жәеишықәса рзы раԥхьаӡа ҳаԥсуаа аԥшьаҩцәа убысҟан ашьаҭа ныркы ианырҭахыз иахьа ҳа ҳшаҿу еиԥш аеҭышьақәа ргылара еиҭаганы раԥхьаӡа аевангелие мамзаргьы ажәабжь бзиа ҳа иҭоугоз рыбырзен бызшәаҟны убырҭ еиҭыргаз ашәҟәы анцәа иҳәаратәы ҳаргьы нас археологиатә музеи ҳара иҳамоу араҟны иаанханы иҳамоуп. Убри арахь иқәгылахоит аимадара каҳасабала. Друзья мои, я повторюсь еще раз, значит, для тех, кто не понимает на абхазском, сейчас, перед началом этого церковного народного собрания, поскольку мы с вами по религиозным мотивам здесь собираемся, мы с вами христиане и не христиане, которые присутствуют, значит, сейчас будет вынесено Евангелие, Слово Божие записано в Евангелии, но мы вынесем книгу, которая была издана впервые на абхазском языке в 1912 году. Господь миловал нас, что и в нашем археологическом музее оно имеется. Значит, тогда абхазское духовенство своими усилиями, точно так же, как и мы с вами, воссоздавали абхазскую церковь, и тогда они издали впервые богослужебное Евангелие. Мы ее вынесем сюда. Далее, значит, вы держите листки. Сейчас, когда вынесется Евангелие, мы все с вами вместе. Не стесняйтесь, пожалуйста. Значит, если кто-то что-то даже не знает, ничего страшного, не стесняйтесь. Вы все участники Церковного народного собрания и полноценно должны принимать участие. Вначале мы пропоем все вместе под предводительством отца Давида. Вместе с ним мы пропоем пасхальный тропарь или гимн Пасхи, потому что Пасха продолжает праздноваться еще 40 дней. Дальше мы с вами прочитаем основные молитвы, значит, и «Отче наш». Все это новый перевод с древнегреческого. И дальше мы с вами почитаем Акерсян Чархацарадырга «Символ веры», то есть Конституция православной церкви. Простите, что я такую аналогию провожу, но чтобы вам было понятно. Здесь я хочу только сказать следующую информацию. Вот этот текст, то есть символ веры, то, во что верят христиане, значит, ортодоксальные, православные, или, как мы говорим, значит, православные на русском языке, Яшахацразмо. Этот символ веры был принят на двух первых Вселенских соборах в 325 году и 381 году. Значит, с того времени, считайте, сколько уже, 14 веков, он ни разу не менялся. И когда мы с вами произносим этот символ веры, мы свидетельствуем о том, что мы с вами являемся православными христианами, имеющие желание быть в единой соборной апостольской древней церкви. Но мы имеем еще счастье, то есть абхазы, которые здесь находятся, и другие люди, наши соотечественники, что этот текст, когда принимался, его подписал в 325 году наш с вами первый епископ Стратофил Пицунский. Этот текст был подписан, первая его часть была подписана 318 епископами всего тогдашнего христианского мира,
которые главным образом были в ареале Римской империи, и среди них был наш с вами соотечественник. И сегодня, спустя практически 14 веков, мы снова свидетельствуем с вами о том, что мы согласны с этим текстом, которое было подписано тогда. То есть мы воспринимаем символ веры в таком виде, как он есть сейчас. Значит, это вот пояснительная часть. Отец Давид, я вас очень прошу, аналой поставьте и выносите Евангелие. Хазагицахуд ацке анша, ацке зимчду, ацке псразкум харыц хашахара, шабхамшин шузагицашхала. Ацке анша, ацке зимчду, ацке псразкум харыц хашахара. Ацке анша, ацке зимчду, ацке псразкум харыц хашахара. Ах запшаимаз аб апаге апсыцкеге, уажге искенге надзадзеге амин. Йицке зухаджк харыц хашахара. Яхакуиту хартомцен хагуна харака. Хахду яхан жекумко иqahцаз. Ацке вахта хагрылырга хамчим харака избанзыр ухец хойд. Анша харыц хаша, анша харыц хаша, анша харыц хаша. Ах запшаимаз аба паге псыцкеге, уажге искенге надзадзеге амин. Жвян иqухаб, йицке хаайт ухец. Иааит уаҳара, иҟалааит угәаԥхара, хыхь ажәҩан аҟны иԥшҵаҟа адгьылаҿгьы. Ача зыдаҳхәарҭам ҳаҭ ҳара иахьа. Иаҳанажь ҳара ҳуалқәа, ҳара ҳтәы зықәу ишранаҳажьу еиԥш, ҳагьалумгылон ҳара цәыгьԥышәара, ҳагьеицәыхьча ҳара ҩысҭаа. Амин. Ушьҭа иаашәырҳәот, ҳаицаԥхьот еиҭа, дхасҵоит иаӡәу анцәа, аб зегьы зку. Изшаз жәҩани дгьыли, иаҳбогьы иаҳамбогьы зегьы. Иаӡәу иҳақәиҭу иасақьырсагьы, анцәа иԥа ахшаазаҵә, аб иҟнытә ииз аамҭақәа зегьы раԥхьа. Алашара аҟнытә, анцәа-ҵабырг иҟнытә, ииз, ишам, ԥсабарала заб иаӡәу зегьзыла иҟалаз. Ҳара ауаа ҳзи ҳара ҳҽыхрази жәҩанынтә илбаз, аԥсыцқьа аҭыԥ ҳамариараҟны ацәеиажь ишьҭызхази иуаҩхази. Ҳара ҳзы Понтион Пилат ихаан аџьар икыдҵази, игәаҟази, иржази. Ахымш рзы аԥсцәа рахьтә игылази аҩымҭақәа рыҟны ишҳәаз еиԥш.
ажәҩан ашҟа ихалази, аб иарӷьарахь итәази, еиҭагьы хьӡы-ԥша изманы иаауа, абзацәеи аԥсцәеи рус аӡбаразы заҳарагьы аҵыхәтәа ԥымҵәауа, дхасҵоит аԥсгьы, ицқьоу, иҳақәиҭу, аԥсҭазаарҿы, аб ихылҵуа, аб иаԥеи дрыдкылон изеицихырхәои, зыхьӡ-зыԥша ицырҳәои, аԥшыҩцәа рыла ицәажәахьоу. Ихасҵоит иаку, ицқьоу, зегьы еидызкыло апостол цәиртәугьы аныха. Сақәшаҳаҭуп зныктәи аӡӡаахра, агәнаҳарақәа ранажьразы, сагьазшуп аԥсцәаргылареи, иҟаларан иҟоу наӡаӡатәи аԥсҭазаареи. Амин. Хәышықәса рнаҩшәан ԥшӡала ҳаннеилагьы шәанаауа, ари шәеижәгоит. Ари анышәымҵа, аныха шәасҭтәуп. Шәҭа. Ҳаҭыр зқәу иеизыз аҩызцәа, аешьцәа, аеҳәшьцәа, аиҳабцәа, аиҵбцәа, иахьатәи ҳаизара, аҩбатәи аныхажәлартә еизалара, аизара зҽалазырхәыз. Сақәиҭышәтәузар алагала жәаԥхьа ҟасҵоит. Жәабран жәеиза ҩнызқьи жәаф-шықәса рзы Аԥсны амитрополиеԥшьа хеилак амшхәаԥштәы иалагыланы Аԥсны амитрополиеԥшьа аҩбатәи аныхажәлартә еизара ааԥхьара азҵаара шьақәнарӷәӷәеит. Аус зуа Аԥсны амитрополиеԥшьа апҟаԥҵәа инақәыршәаны иааиԥмырҟьаӡыкәа хәышықәса рыҩны иҵаҟа аус зуоз Аԥсны амитрополиеԥшьа напхгаратә усбарҭа азинмчқәа ҳазҭо ашықәса лҵарамза рыҿҳәара нҵәоит. Абри инамадан Аԥсны амитрополиеԥшьа хеилак аӡбамҭа аднакылеит лаҵарамза жәыхәа ҩнызқь жәаф-шықәса аҩбатәи аныхажәлартә еизара ааԥхьаразы иагьрыланаҳәит уи амҩаԥгара аҽырзхиара алагамҭа атәы. Аԥсны амитрополиеԥшьа хеилак абри аилатәараҟны аҩбатәи аныхажәлартә еизара аҽырзырхиара амҩаԥгара рзы аӡбамҭа шьҭыхан Аԥсны амитрополиеԥшьа бюджет аҟнытә миллионк иреиҳаны мааҭк аҳарџьқәа рзоужьразы. Абри адагьы Аԥсны амитрополиеԥшьа хеилак актәи Аԥсны амитрополиеԥшьа аныхажәлартә еизара актқәа захьӡу ашәҟәы аҭыжьразы убысгьы иҳадҳкылеит аусӡба. Ҩнызқьи жәаф-шықәса рзы жәабран жәибжьы инаркны ихацыркын аҩбатәи аныхажәлартә еизара аҽалархәыразы арзаҳалқәа реизгара. Аизара азинмч змоу алахәылаҩцәа раҳасабала иалахәуп. Сзыԥхьо сара уже ԥсышәала, урысшәала, аԥсшәа сзеилымкаауа аэкран аҟны ижбоит. Дорогие друзья, вступительное слово, которое я сейчас озвучиваю, тех, кто не владеют абхазским языком, вы можете одновременно наблюдать на экране. Алахәылаҩцәа раҳасабала иалахәуп. Ашәҟәы иҭагало ҩнызқь жәеишықәса актәи аныхажәлартә еизара алахәылаҩцәа аиҿкаара аԥҵаҩцәа. Аԥсны ҳәынҭқарауаа ԥсыра ақьырсиан иашахаҵара ортодокс ҳҳәоит, саҭашәымҵан атермин ҿыцқәа ԥсышәала иалаҳгыло рацәоуп, аха уигьы хәыҷы-хәыҷы ҳрышьцылоит. Ныҟәа зго, зықәранаӡо ауаа. Анаԥшыҩцәа асасцәеи акредитациа змоу Аԥсны амитрополиеԥшьа хаҭарнакцәа раҳасабала иалахәуп Аԥсны ҳәынҭқарратә ауааԥсыра, егьырҭ Аԥсны адгьыл ҵаҟраны ашәҟәы иҭагыло адин еиҿкаарақәа рхаҭарнакцәа налаҵаны. Аԥсны ҳәынҭқари уаажәлартә еиҿкаарақәа рхаҭарнакцәа. Аԥсны ҳәынҭқари егьырҭ атәылақәа ирыҵаркуо амассатә информациа хархатәақәа рхаҭаҩцәеи. Анаԥшыҩцәа егьырҭ аҳәынҭқаррақәа ртәылауаа. Аԥсны амитрополиеԥшьа аҩбатәи аныхажәлартә еизарала аҽалархәыразы арзаҳал алазҵаз ахаҿқәа иадырбан ақәнага, ахьӡ, ажәла, абхьӡа, аира рыцхә, анцәахаҵарас иныҟәигоу иԥсы иашахаҵароуп, мамзаргьы даҽакы, атәылоу ишәҟәы, адырга, номер, анхарҭа ҭыԥ, ателефон, аелектронн почта ҭыҵҭо уи змоу рзы. Аԥсны амитрополиеԥшьа аҩбатәи аныхажәлартә еизара аҽалархәыразы арзаҳал алазҵаз ахаҿқәа аиашахаҵара, анцәахаҵара ныҟәа зго ахаҿқәа ирылшон Аԥсны амитрополиеԥшьа хеилак алахәыҩцәа рахь акандидатцәа рықәыргылара. Уи азы арзаҳал абланк аҟны
иарбан аграфа ҷыдала. Аԥсны амитрополиа хеилак алахәылаҩцәа рахь акандидатцәа иҟалараны рылшон, Аԥсны аҳәынҭқарра атәылауаа, аиашахаҵара нцәахаҵара ныҟәызго рымацара, ахацәа иажәохәба шықәса ирҭыҵхьоу. Арзаҳалалаҵара, арманшәаларазы Аԥсны амитрополиа официалтә сайт аныха орг аҟны иаԥҵан аҳәара иазку аелектронтә ҭыӡҭа. Ҩ-нызқьи жәаф шықәса мшаԥымзыз саҭашәымҵан, агәҭаны интернет цхырааразақәа аныха орги Абхаз автору рыҟны ицәырҵит иҷыдоу аӡыргаратә банерқәа Аԥсны амитрополиа аҩбатәи аныха жәлартә еизара амҩаԥгара арыцхә арбаны. Иазгәасҭар сҭахуп, шааиҳа аӡәгьы иаҳамҳәаӡеит, иаҳарбоз арыцхә акәын, агьи ауаҩԥсы изҭаху иара ихала иалхны дааиратә еиԥш, ихала дазхәыцны дааиратә еиԥш. Убысҟан Аԥсны аҳәынҭқарратә араионқәа Ԥшьбарҿы, Гагра, Гәдоуҭа, Аҟәа, Очамчыра амҩаҿқәа рыҟны икнаҳан жәаф банер аҩбатәи аныха жәлартә еизара амҩаԥгара арыцхәа арбаны. Аԥсны амитрополиа иазнархиеит аӡыргаратә роликқәа жәба, урҭ иалахәын зегьы еицыжәдыруа ауаа, иахьагьара иҟоуп, Станислав Засим-иԥа Лакоба, Олег Нестор-иԥа Домене, Давид Ҷиҷ-иԥа Плыя, Даутиа Феликс Тарас-иԥа, Агарба Ирина Ашот-иԥа, егьырҭгьы ижәдыруеит, нас ари шәаргьы ижәбеит, араагьы ижәбон. Арҭ ароликқәа дырбан акоммерциатә шьаҭала, лаҵарамза ԥшьбеиндара кны, лаҵарамза бжьбанӡа Аԥснытәи аҳәынҭқарратә телерадио еилахәыра аҟны, лаҵарамза жәабеиндара кны, лаҵарамза жәиԥшьынӡа База ТВ аҟны, иара убас аинтернет цхыраагӡақәа рыҟны. Акирсиан Бин иҿкаара Аԥсны амитрополиа аҳәынҭқарраҿы ареестр иҭагалоуп. Убри аҟнытә аҩбатәи аныха жәлартә еизара ишымҩаԥаҳгоз азы, уи ашьашәыла адырраҭақәа дәықәҵан Аԥсны аҳәынҭқарратә шәараҭара маҵзура хантәа ихьӡала, аҩнуҵаҟатәи аусқәа рминистр ихьӡала, аҷыдалатәи ҭагылазаашьақәа рзы аминистр ихьӡала, афонд ҿыцтәи ақалақь аусбарҭа ахада ихьӡала, афонд ҿыцтәи ақалақь аҩнуҵҟатәи аусқәа рыҟәша аиҳабы ихьӡала, афонд ҿыцтәи ахәшәтәырҭа аҳақьым ахада лыхьӡала. Ҩ-нызқьи жәаф шықәса лаҵарамза ажәеҩа рзы иааит Аԥсны амитрополиа аҩбатәи аныха жәлартә еизара аҽалархәразы арзаҳалқәа ԥшьышәи инижәи быжьба. Урҭ рахьтә ԥшьышәи жәеҩа акирсиан иашахаҵара ныҟәызго Аԥсны аҳәынҭқарра атәылауаа рҟнытә. Иажәеи жәохә Аԥсны амитрополиа аҩбатәи аныха жәлартә еизара аԥшыҩцәас, асасцәацәеи зхыҵԥхьаӡаны зҽалазырхәыц рҟнытә. Иааиз арзаҳалқәа шьаҭас иаҭаны акирсиануаа рхыԥхьаӡара аҟны ишьақәыргылан Аԥсны амитрополиа хеилак ах акандидатцәа рсиа. Асиа иалалеит, сара уажәы иқәысԥхьаӡом, избанзар шәара ижәдыруеит ибзиаӡаны, уи аинтернет хархәыгәырҿ иҟан, насгьы ара ижәбоит рыхьӡ рыжәла, исҳәар исҭаху акы заҵәык ауп. Актәи Аԥсны амитрополиа ари имҩаԥгыз хәышықәса раԥхьа зегьы шыжәдыруа еиԥш арыцҳарақәа иҳамазгьы ижәдыруеит, ауадаҩрақәа иҳамазгьы ижәдыруеит. Убысҟан рыцҳарас иҳамаз абри ахеилак, Аԥсны амитрополиа ахеилак, акандидатцәа рсиа ҳзеиҿыртәаӡомызт, ауаа ҳазхаӡомызт. Иахьа ишыжәбо еиԥш фҭыԥк ахыҟоу иажәеи жәиԥшьҩык ауаа кандидатс шәажәалагала иҟашәҵеит. Ҩ-нызқьи жәохә шықәса лаҵарамза ажәеҩа рзы Аԥсны амитрополиа хеилак актәи ааԥхьара аҵыхәтәантәи аилатәара аҟны ирыдкылон аҩбатәи аныха жәлартә еизара аусура аԥҟара, ишьақәырӷәӷәан Аԥсны амитрополиа хеилак аҩбатәи ааԥхьара акирсиануаа рсиа, аҩбатәи аныха жәлар еизаратә алхратә комиссиа алахәылаҩцәа рсиа. Аҩбатәи аныха жәларатә еизара аусура аԥҟара. Ари уажә сара саԥхьаӡом, зегьы ижәбоит арегламент, нас изеилымкаауаз исҳәоит, уи нас ҭынч сазааҭгылоит, иара аамҭа ишану еиԥш ҳанызнеилагьы иҟаҵатәу шыҟаҵатәу ишәасҳәоит, ус уажәы шәардырра аҵакамоуп ҳәа исԥхьаӡаӡом. Анаҩсан, Аԥсны амитрополиа хеилак аҩбатәи ааԥхьаразы акандидатцәа жәаҩык рсиа шьақәырӷәӷәан. Иажәеи жәиԥшьыр аҟнытә жәаҩык рсиа шьақәырӷәӷәан, критериас иҟаз ара шәаргьы ижәбоит, иҳабжьы заҭаз, насгьы актәи ахеилак иалахәыз, насгьы иара илацәажәара нҳамаз, ара исыдтәалоу арыӷьарахь арымара Аԥсны амитрополиа хеилак алхәылацәа саргьы ишсарҳәаз еиԥш иаҳҭахын, нас иаҳараӡак араионқәа рҟнытәгьы рхаҭарнакцәа абас еиԥш иҟоу ахеилак иалахәхарц еиԥш шәара шәыӡбара аамышьҭахь.
А митрополия Пшахилек Айбет Пьяныха Жлар Пизара Алхред комиссия Аллахулача Аллахца Саташимцен Россия. Угерей живот и Куспхедзом Уэйгоп Ежевик и Нерехана Артава Хара Арах Кирсян Наха Яд Пхилуароп, Яхдуроп, Русский Зай Рахрахет, Насими Пергой, Уашен Неу Юкацетуги Наси Шасхой. А Нейсен. Обряды Гепсна митрополия Пшахилек и Ицшакни еще Кнергойт Апсна митрополия Пшаибет Пьяныха Жлар Пизаракна Абжетераз Алхред Бгец Акурпш Уи Акна Ербо Хазцарак. Уги Хазыса Заат Килойд, Ярахан Знелоги, Ужтила Джибаши Сербадзом. Ацухтун инацишный схарстахуб. Хах езгвату Апсна митрополия Пшахилек Эйлатуракна, а митрополия Пшахилек Айбет Пьяныха Жлар Пизарахцела. Яхопшит юнизк жавшук сарашарамза жипшинеркна ежебиждза крит ангел бжехакна элен пила имя песранику и пшоу зигиряша хацару айзера дудза аллахулу и шарихидзала апхера а проект арчейру коралагара аневсен апхера текст а проект чукурван апсна митрополипша ахайла какна шерги хеша харнашук шерги шукшурвару усипшук апхера аневсен Апсна митрополия Пшахилек Ак Бугойт и Пшоу Зигиряша Хацару Айзераду Аллахулу и Царихидзала Апхера Псна Аяшха Цардныха Аку Пицундату епархии Аневсен Ахунткара Напхгаре Адгалар Артуйтха Апхера Гекахцойт Шерги Хадахгалута Невсен Абряюза Апхера Дарги Карцарцепш Апсна митрополия Пшахилек Хайлат Шужаракну Ерубыс Яцшак на Кирсян Дин Пичкара, Апсуа, а Кирсян Нахаку Пицундату епархия Хатарнакс Апхера Рахтит, Апсна митрополия Пша Айбет Пьяныха Жлар Пизари Хахазшу, а Напшитшас Рахасабла Ачалархурс. И Табу Пхашасхойт, Алагала Женевисен, Сия Серстахуп Вуштам, Ехадо Хаку Гулар Корышкам. Дорогие друзья, я надеюсь, что, по крайней мере, у вас есть возможность, была возможность слушать мое начальное выступление, значит, смотреть здесь. Кроме того, как только как только происходит выступление, в том числе и то, что сейчас вы слышали, после каждого выступления все эти тексты на абхазском и русском языке сразу же появляются в интернете, в интернет-ресурсах, в онлайне. Вы можете спокойно, особенно эта информация касается журналистов, спокойно можете, значит, уточнить ту или иную информацию. Все, что мы здесь говорим, все, что мы зачитываем, все одновременно появляется в интернет-ресурсах. Кроме того, идет прямая трансляция в интернет-ресурсах. Значит, специально была создана страница. Потом я отдельно скажу ребята, которые занимаются у нас этим, потому что они провели огромную работу в этом отношении. Теперь мы с вами переходим, значит, к регламенту нашей работы, где у нас имеются 4 небольших доклада, но самый большой доклад у меня, потому что как руководитель Священной Митрополии я должен отчитаться перед вами за все, что делалось последние 5 лет. Значит, сегодня будет представлен отчет о жизнедеятельности СМА с 2011 по 2016 год в сжатой форме. Подробные ежегодные отчеты были представлены на соответствующих заседаниях Совета СМА. Полные отчеты за 2014-2015 опубликованы на официальном сайте СМА. Кроме того, жизнедеятельность СМА регулярно освещалась и на официальном сайте СМА НХ.орг в разделе новостей. Теперь, значит, первый наш раздел отчетности касается первого церковно-народного собрания СМА. Значит, первое церковно-народное собрание, как вы помните, прошло 15 мая 2011 года в соборном храме здесь, нашего монастыря, где мы сейчас с вами находимся. В этом собрании приняли участие от лица православного духовенства и монашества 8 человек, от лица мирян 1102 человека. Итого 1110 зарегистрированных участников. Количество незарегистрировавшихся участников Первого церковно-народного собрания составило несколько сотен человек. Из числа зарегистрированных участников, крещенных в православной церкви 876 человек, некрещенных
234 человека. Многие из них впоследствии приняли таинство крещения в Новоафонском монастыре. Национальный состав: абхазов 987 человек, русских 77 человек, армян 27 человек, греков 3 человека. Других национальностей 16 человек. Теперь состав по районам. Из Гудаутского района 487 человек, из Сухумского района 457 человек, из Гагрского района 106 человек, из Ачимчирского района 21 человек, из Творчальского района 19 человек, из Гулюрипшского района 13 человек, и из Гальского района ни одного человека, и последний, завершающий, Российская Федерация, из Российской Федерации 7 человек. Значит, на первом церковном народном собрании были приняты следующие решения. Я это хочу напомнить вам в силу того, что иногда мы забываем собственные решения, и потом, значит, когда кто-то нас спрашивает или мы кому-то что-то отвечаем, начинаем фантазировать. Чтобы у нас не было этой фантазии, значит, у нас были конкретные, четкие решения на первом соборе. Значит, первое. Придать Церковному народному собранию православного народа Абхазии до полноценного формирования Института православной церкви статуса высшего органа управления православной церкви в Абхазии. С 15 мая 2011 года все важнейшие решения, связанные с православной церковью в Абхазии, с судьбой храмов и монастырей, христианских святынь на территории Республики Абхазия, должны приниматься исключительно на церковно-народном собрании. И эти решения должны приниматься посредством открытых обсуждений, голосований при участии абхазского духовенства, монашества, мирян, представителей органов государственной власти, широкого круга общественных организаций, интеллигенции, молодежи. Второе. Создать священную митрополию Абхазии с кафедрой, то есть центром в городе Новая Афона-на-Копия, которая поэтапно будет преобразовываться в независимую абхазскую православную церковь. Обратиться от лица всех участников Церковно-народного собрания в Министерство юстиции Республики Абхазия для признания регистрации нового церковного института на территории Республики Абхазия СМА. Эту регистрацию, как вы знаете, в 2013 году мы получили. Третье. Создать Совет Священной Митрополии Абхазии, который будет являться действующим органом управления СМА до решения канонического статуса православной церкви в Абхазии, образования полноценных институтов ее управления. Совет СМА будет состоять из 12 человек, 6 из них из числа абхазского духовенства и монашества, 6 из числа православных мирян-мужчин. Четвертое. Избрать председателя Совета СМА, который будет организовывать работу Совета и представлять Священную Митрополию Абхазии. Председатель Совета СМА будет являться в процессе решения канонического статуса Священной Митрополии Абхазии кандидатом в епископы Священной Митрополии Абхазии. Председатель Совета СМА избирается из числа монашествующих священнослужителей, представленных в списке кандидатов на 6 мест Совета СМА от духовенства посредством тайного голосования всех участников Церковно-народного собрания. Мы сегодня с вами это то же самое повторим. Пятое. Обратиться от лица всех участников Церковно-народного собрания к предстоятелям и священным синодам всех 14 общепризнанных поместных православных церквей с просьбой о создании специальной комиссии под председательством представителя Вселенского Патриархата с обязательным участием представителей Совета СМА для начала обсуждения вопроса урегулирования на первом этапе канонического статуса Священной Митрополии Абхазии, на втором этапе определения статуса Православной Церкви в Абхазии, то есть воссоздания автокефальной Абхазской Православной Церкви. В Совет СМА по итогам голосования, в котором приняли участие 753 человека православного вероисповедания, прошли архимандрит Дорофей Дбар, иеромонах Андрей Ампар, иродиакон Давид Сарсаня, инок Феофан Крутиков, Влакоба Станислав Засимович, Чачхали Денис Киршалович, Тхагушев Алхас Александрович, Дзизария Тимур Сергеевич, Ашуба Арда Инверович, Трапш Омар Тукович. 2 места в Совете СМА было оставлено для представителей духовенства Сухумо-Пицунской епархии. Издательский отдел СМА, дорогие друзья, подготовил к публикации первый выпуск серии под названием «Акты Церковно-народного собрания». То есть после каждого такого рода собрания будут выходить акты, где будут представлены в том числе иллюстративные видеоматериалы, но, разумеется, все документы, которые будут приниматься на заседаниях.
5 июня 2013 года, как я уже сказал, мы получили регистрацию. Второй пункт отчета – пасторская деятельность. Это самое важное. Значит, духовенство СМА на сегодня составляет 3 человека. Вы видите фотографии. Архимандрит Дорофей Дубар и иеромонах Андрей Ампар не служат с июня 2015 года, и иеродиакон Давид Сарсанин. Хочу особо подчеркнуть, что отсутствие необходимого количества духовенства – одно из самых сложных проблем в жизни СМА. Сегодня вы будете голосовать за председателя и кандидата в епископы Священной митрополии Абхазии, где вы увидите, что нет никакой альтернативы. Значит, на данный момент в СМА несут служение только 2 священнослужителя, один в сане архимандрита и второй в сане иеродиакона. И здесь проблема не в отсутствии кандидатов в священство, они есть. Проблема в том, что на территории Абхазии уже 23 года нет епископа, который, собственно, и имеет право посвящать людей в священный сан. Всякие наши попытки за пределами, как вы понимаете, усиленно блокируются большими церквями, у которых больше возможностей, чем у нас. Значит, теперь храмы, находящиеся в ведении СМА. Храм святого апостола Симона Канонита. Значит, пожалуйста, вы видите соборный храм святого великомученика Пантелеймона Новоафонского монастыря. Храм святого апостола Андрея Первозванного Новоафонского монастыря. Храм святого мученика Иерона Новоафонского монастыря. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в городе Новый Афон. Часовня святого Александра Невского в городе Новый Афон. Следующий пункт – богослужение. В 2011-2016 годах все последования богослужения совершались в перечисленных храмах. Значит, с октября 2015 года в храме Покрова Пресвятой Богородицы в городе Нов было возобновлено ежегодное богослужение в честь престольного праздника. Таинство крещения и миропомазания. С 2011 года по май 2016 года в храме святого Андрея Первозванного и в новом баптистерии, то есть крещальный, который открылся в этом году у нас в монастыре, значит, таинство крещения и миропомазания приняли 3140 человек. Из них абхазов 1876 человек, русских 1057 человек, армян 178 человек, других национальностей 29 человек. Всем принявшим таинство крещения и миропомазания в целях катехизации, то есть просвещения, с 2015 года вручались диски с записью Евангелия на абхазском языке и экземпляры номеров религиозно-просветительского журнала СМА Алашербага. Особо хочу отметить, что с начала 2016 года таинство крещения проводится только в специальном баптистерии, устроенном при Новоафонском монастыре, где предусмотрены все необходимые условия для полного погружения крещаемого, как это требуют церковные установления. Дальше, таинство брака, обручение и венчание. С 2011 по 2016 было совершено таинство брака над 89 парами, из них 39 абхазские, 35 русские, 12 армянские, 3 осетинские. Значит, таинство исповеди, таинство или освящения, причащения и так далее, то есть я здесь перечисляю, я не буду подробно останавливаться, только скажу, что в таинстве или освящения в 2015 и 2016 годах приняло участие 265 человек, причащение на дому было выездов, 7 выездов, Новый Афон, Сухум, Гудаута, освящение домов 19 выездов, отпевание на дому 18 выездов, заупокойная лютя на могилах, на кладбищах 16 выездов. География следующая: Новый Афон, Ишера, Бамбора, Лахна, Сухум, Гудаута, Мцара, Мгудзарху, Анухва, Приморск, армянское кладбище, Лахна, Адхара, Звандрипш. Дальше. Монашеская жизнь и Новоафонский монастырь, следующий раздел. Значит, священная митрополия Абхазии, в ее ведении находится монастырь святого апостола Симона Канонита в городе Новый Афон, как бы это ни оспаривали. Значит, дальше скит святого Иоанна Крестителя в селе Анхуа, но относительно монастыря доклад будет у отца Давида, я это пропускаю. Дальше, паломнические официальные поездки. Значит, друзья мои, вы все здесь будете видеть, я не буду здесь останавливаться, только скажу, что ежегодно организуются паломнические поездки с участием наших прихожан и сотрудников Священной митрополии Абхазии в Анухву, храм святого Георгия Победоносца 6 мая, 11 века храм развалины, в Пицунду, в день памяти святого Андрея Первозванного, значит, это патриарший наш с вами собор.
Далее, в Цабал, в день памяти святого великомученика, святого великомученика Евстафия Апсильского, единственного абхазского святого, который внесен во все святцы православной церкви. И в том числе вы, тоже наблюдая, должны участвовать. Потому что если мы с вами не будем почитать, то кто будет почитать этих людей святыни? Дальше. Что касается официальных поездок, представители СМА в разных составах осуществили следующие поездки по официальным и неофициальным каналам в Россию, Грецию, Турцию, Италию, Египет, Израиль, Болгарию, Румынию, Сербию. Принимали участие в различного рода конференциях либо обсуждениях абхазского церковного вопроса. Самая важная официальная поездка, я вас очень прошу, только поясню сразу, что эти поездки западные спецслужбы не финансировали. Дальше. Самая важная официальная поездка представителей СИМА состоялась в январе 2012 года в Константинополе, Стамбул, современная Турция. 9 января 2012 года делегация из Абхазии в составе архимандрита Дорофея Дбар, иеромонаха Андрея Ампар, иродиакона Давида Сарсания, Германа Маршания и Тимура Дзидзари получили аудиенцию у Вселенского патриарха Варфоломея, где в течение 2 часов у нас была возможность донести до него все то, что происходит в Абхазии. И что мы главным образом доносили, это тоже хочу пояснить, что мы с вами собрались в 2011 году и сегодня собрались здесь для того, чтобы отделиться, выйти из состава Грузинской православной церкви. Поскольку нас признают все церкви, включая и Русскую православную церковь, частью грузинской церкви, мы требуем пересмотра канонических границ грузинской церкви, которые были определены в 1990 году в Стамбуле во Вселенской патриархии. Поэтому, собственно говоря, все наша деятельность направлена туда, потому что если они признали эти границы, значит, они должны их пересмотреть. Дальше. Рождественские представления для детей. С 2011 по 2016 год мы ежегодно на Рождество проводим представления, с показом сцен, связанных с Рождеством, в Абхазской государственной филармонии в Русском драматическом театре с привлечением коллектива Русского драматического театра. Было проведено 5 таких ежегодных представлений, в которых приняли участие более 3000 детей, в том числе дети репатриантов из Сирии и Турции. После представления все дети получили рождественские подарки. Что касается официальных мероприятий, мы также участвовали во всех официальных мероприятиях, которые проводятся в Абхазии, и вы знаете хорошо, с чем они связаны. С победой народа Абхазии в Отечественной войне 92-93 годов, памятью жертв махаджиров, 9 мая победа во Второй мировой войне и так далее. Они все вы будете видеть на экране, я не буду их все перечислять. Дальше. В 2011-2016 годах сама организовала 4 различных презентации и 1 фотовыставку в городе Сухум. Приняла активное участие в многочисленных культурно-общественных мероприятиях, научных конференциях, встречах и круглых столах, организованных в Абхазском государственными учреждениями, неправительственными организациями и частными лицами. В 2011-2016 годах председателем Совета СМА и другими представителями СМА были даны около 10 пресс-конференций на различных площадках абхазских СМИ. Следующий пункт. Заседание Совета СМА. Этот пункт, доклад будет сделан Германом Маршания, он является секретарем Совета СМА и проинформирует вас о работе Совета СМА за 5 лет. Дальше. Следующий пункт. Просветительская и научная деятельность. С июля 2015 года при Новоафонском монастыре стал функционировать богословский лекторий, где ежевоскресно читаются лекции по библейской истории, богословию, истории церкви, истории Абхазской церкви, литургии для прихожан Новоафонского монастыря. Число посетителей этих лекций составляет около 50 человек. Лекции проводят доктор богословия Аристотелевского университета Салоник архимандрит Дорофей Дбар, докторант Фрибургского университета иродиакон Давид Сарсания и выпускник Московской духовной академии Герман Маршания. С июля 2015 по 2016 в богословском лектории было прочитано свыше 30 академических различных лекций. Для общения и обмена информацией участников и слушателей богословского лекториума в социальной сети была создана специальная страница. На май 2015 в этой группе состоят более 150 человек, наших с вами соотечественников.
С марта 2016 года аналогичные лекции стали проводиться в Сухумском центре имени Даура Зантари. Значит, книги, статьи и заметки. За эти 5 лет председатель Совета СМА опубликовал 2 книги, общий тираж 6000 экземпляр, 19 научных и 95 других статей, заметок и переводов. Интервью. За эти же 5 лет председатель Совета СМА дал более 25 интервью различным российским и зарубежным изданиям. Выступления на телевидении и радио. За эти 5 лет было дано представителям СМА более 30 теле- и радиопередач на ГТРК и зарубежным компаниям. Научно-экспедиционные поездки. За это все время мы осуществляли различные поездки и в забытые храмы Абхазии, в том числе состоялась еще одна поездка, в котором принимал участие наш соотечественник Гиви Хашби, вы многие его хорошо знаете, вместе с которым ваш покорный слуга посетил несколько греческих деревень недалеко от города Верия, Северная Греция, в которых в свое время проживали абхазы. На основании собранных здесь устных сведений, а также других исторических материалов была опубликована специальная статья, посвященная этой теме. Церковно-археологический кабинет. В ноябре 2015 года после капитального ремонта был введен в эксплуатацию церковно-археологический кабинет СМА, где хранятся большой фонд раритетных книг, в том числе и ту книгу, которую мы сегодня выносили, по истории Абхазии, истории христианства Абхазии, православной церкви Абхазии, византологии, богословии, языкознания, философии. Также в фондах кабинета хранится солидное собрание копий архивных и иных материалов по истории Абхазии, истории христианства Абхазии из различных частных и публичных коллекций. Культурно-просветительский центр «Адуней». Обратите внимание, пожалуйста, значит, в 2008 году под патронажем монастыря святого апостола Симона Канонита был учрежден общественная организация «Культурно-просветительский центр «Адуней». Значит, в 2015 году был подготовлен архитектурный и инженерный проект 4-этажного здания культурно-просветительского центра в городе Сухум. Весь пакет необходимых документов для получения разрешения строительства были предоставлены в ноябре 2015 года в Управление архитектурного градостроительства и землеустройства администрации города Сухум. Культурно-просветительский центр, первый, который будет строиться, мы планируем, если даст Бог, во всех районных городах. Значит, на первом этаже находится благотворительная столовая, будет находиться благотворительная столовая, книжный магазин, кафе для молодежи. На втором этаже специальные помещения, в которых будут жить студенты, как общежитие, из многодетных семей, которые заодно будут работать здесь и учиться одновременно в университете. На третьем этаже большой пресс, значит, актовый зал, где мы будем читать аналогичные лекции. И на 4-м храмовая базилика, вы видите здесь. Значит, я еще раз повторюсь, я акцентирую внимание на этом, потому что, друзья мои, у отца Давида и у меня была возможность увидеть, как формируются современные приходы и христианские общины в православных европейских странах, которых не коснулся коммунизм. Почему я это говорю? Потому что мы сегодня возрождаем, значит, выкидываем целый век 20 и возвращаемся к 1917 до 17 и начинаем, используя книжки, методы и так далее, дореволюционно возрождать, когда мы живем в реалиях 21 века. Во всех практически храмах православных и в том числе иных христианских сегодня не строят просто храм для богослужения. Около храма находятся большие религиозно-просветительские центры для детей, для молодежи, для взрослых людей. Дальше. 8 мая 2014 года на Богословском факультете Аристотельского университета Салоник успешно прошла открытая защита докторской диссертации председателя Совета СМА на тему места кончины святого Иоанна Златоуста. Значит, работа над диссертацией велась в течение 5 лет и была завершена в декабре 2013 года. Значит, издательский отдел. В этом издательском отделе у нас работает сегодня 10 человек. Создан он был в 2011 году. За 5 лет было выпущено 7 книг, общий тираж 20 тысяч экземпляр, 5 наборов различных открыток с видов храмов в монастыре Абхазии, общий тираж 8 тысяч экземпляр, 5 аудио-видеодисков, общий тираж 15 тысяч экземпляр, краткий молитвослов на абхазском языке, тираж 2000 экземпляр, свидетельство о крещении на абхазском языке, тираж 500 экземпляр. Газета СМА «Христианская Абхазия». Значит, это официальная газета Священной митрополии Абхазии.
С 2011 возобновлено издание цветной многополосной газеты «Христианская Абхазия». Главный редактор, вы его здесь видите, Герман Маршаня. Газета была закрыта в конце 2014 года по настоянию руководства Сухумо-Пицунской епархии. С 2011 по 2014 год было подготовлено и издано 47 номеров газеты «Христианская Абхазия», общий тираж которого составил 94 тысячи экземпляров. Журнал СМА «Алашербага». С 2015 года стал выходить религиозно-просветительский журнал Священной Митрополии Абхазия «Алашербага». Значит, уже вышло 2 номера в цветном глянцевом исполнении, где представлены 59 статей, заметок, интервью на абхазском и русском языках. Тираж каждого номера 3000 экземпляров. Общий тираж всей продукции издательства Священной Митрополии Абхазии за эти 5 лет составило 144 500 экземпляров. Отметим, что СМА передала в дар всем учебно-образовательным, научным учреждениям Республики Абхазия, городским, районным и сельским библиотекам соответствующее количество экземпляров всей вышеуказанной продукции издательского отдела СМА. Кроме того, весь тираж газеты «Христианской Абхазии», большая часть тиража журнала были распространены сотрудниками СМА по всей территории Абхазии безвозмездно. Сайт Священной Митрополии Абхазия АНХ.орг. Этот официальный сайт был создан в 2011 году под руководством Тенгиза Тарба. С 2014 года сайтом руководит Ахрес Мыр. За период с 2014 по настоящее время издательский отдел СМА вел деятельность по обеспечению, функционированию, поддержке работы веб-сайта. Значит, статистика вы сейчас будете видеть здесь, потому что там идут постоянные пополнения. Я просто хочу сакцентировать на 2 вещах. Значит, на сайте нашем имеется официальный раздел «Библиотека», в котором сканируются и выставляются все книги, включая дореволюционные, в том числе это Евангелие, которое здесь лежит, в общем доступе для всех вас. Кроме того, все материалы Церковно-археологического музея нашего тоже выставляются на этом сайте. Всего за 2 года на сайте АНХ.орг было опубликовано 479 уникальных материалов, из них было опубликовано по рубрикам: библиотека 99, видео 34, документы 45, музей 40, новости, статьи, фотографии и так далее, и так далее. География посетителей сайта представлена более чем 50 странами. Значит, повторю, что наш сайт трехязычный на абхазском, русском и английском языках. Среднее количество посещений в день составляет порядка 500 уникальных посетителей. Дальше. Веб-ТВ, НХ-ТВ. Священная Митрополия Абхазии, НХ-ТВ, было создано в 2011 году под руководством Тенгиза Тарба. Летом 2011 года в рамках этого проекта были сняты 2 документальных фильма в 3-языковых версиях. Значит, «1 день из жизни монастыря» и «История христианства в Абхазии». Режиссер Сергей Язвинский. С момента размещения этих фильмов в интернете мы имеем следующую статистику их просмотра. «1 день из жизни монастыря» – 378 994 просмотра. Из «Истории христианства Абхазии» – 35 563 просмотра. Отметим также, что 22 января 2014 года без всякого нашего участия один из крупных митрополий Илатской православной церкви, Пиреевская, провела в общине, в одном из своих христианских общин в честь святого Дмитрия Фессалоникийского показ документального фильма «1 день из жизни Новоафонского монастыря». Кроме 2 этих документальных фильмов, в рамках проекта НХ-ТВ были сняты «Служба» в соборе Святого Пантелеймона, 7 бесед об истории христианства в Абхазии и так далее. Итого мы имеем 462 920 просмотров по всему миру. Отдел социального служения благотворительности вас ознакомит отец Давид. Теперь, значит, еще несколько разделов. Прием гостей официальных делегаций. Я не буду перечислять, я скажу только, что в нашем монастыре были приняты за этот год делегации различных уровней, значит, из следующих стран: Российской Федерации, Италии, Греции, Турции, Англии, Франции, Бельгии, Венгрии, Сербии, Германии, Эритреи, Южной Кореи и других стран. Всем делегациям мы вручали все то, что я вам выше перечислял, и в том числе святыни Абхазии или история храмового монастыря на территории Абхазии на английском языке. У нас есть отдельное специальное издание. Дальше. Финансово-экономическая деятельность, вас ознакомит с этим отец Давид. Ремонтно-восстановительные хозяйственные работы. Здесь огромный перечень, я не буду все это перечислять.
значит, вы можете видеть здесь, и в отчетной части вы с этим можете ознакомиться. Единственное, что я хочу сказать, что огромное количество средств мы тратим на содержание и восстановление этого монастыря. В частности, за это время вы видите, что облагораживание территории, укладка асфальта, значит, установка бордюров, создание автопарка за территорией монастыря, вы видите, что это все было сделано силами Новоафонского монастыря. Вы все поднимались по дороге снизу, вы видели расчищенную, значит, оливковую рощу, древний принадлежавший когда-то монастыре. Благодаря афонской администрации, городскому собранию, это было передано нам в аренду, и мы расчищаем с тем, чтобы восстановить некогда там существовавшую оливковую, значит, рощу. Дальше, и последнее. Список сотрудников СМА на май 2016 года у нас составляет 52 человека, которые работают в разных направлениях. Единственное, что я хочу сказать, подавляющее большинство из них молодые люди из Нового Афона, из Сухума, из других районов Абхазии. Благодарю за внимание. Значит, с вашего позволения, поскольку согласно уставу Священной Митрополии Абхазии председатель Совета Священной Митрополии действующего является в то же время председателем собрания, позвольте предоставить слово второму заместителю Совета СМА иеродиакону Давиду Сарсане с отчетом о финансовой и благотворительной деятельности СМА за 2011-2016 года. Уважаемый председатель собрания, уважаемые участники Церковно-народного собрания, в своем докладе я хотел бы рассказать об экономической составляющей жизни Священной Митрополии Абхазии, а также о деятельности отдела социального служения и благотворительности при монастыре святого апостола Симона Канонита. Как известно, фактическим центром Священной Митрополии Абхазии на сегодня является Новоафонский монастырь, который, подобно свече, изливает свой духовный свет во все концы Абхазии. Монастырь – духовное учреждение, у которого есть свои правила, выработанные многовековым опытом церкви. Монастырь должен быть для людей примером жизни по Святому Евангелию и божественной истине. Говоря о финансах Священной Митрополии Абхазии, могу отметить, что основными источниками существования Новоафонского монастыря и самой митрополии являются традиционные для церкви поступления: пожертвования частных лиц, печатная продукция издательского отдела, продукция художественной мастерской монастыря, продукция свечного цеха, продукция церковных лавок. Исходя из финансового отчета Священной Митрополии Абхазии, можно сказать о следующих данных. В 2012 году доходы составили 40 миллионов 36 тысяч 265 рублей. В 2013 году 45 миллионов 689 тысяч 815 рублей. В 2014 году 43 миллиона 162 тысячи 748 рублей. В 2015 году 60 миллионов 178 тысяч 405 рублей. В свою очередь, расходная часть составила в 2012 году 31 миллион 93 тысячи 387 рублей, в 2013 году 43 миллиона 975 тысяч 471 рубль, в 2014 году 47 миллионов 477 тысяч 744 рубля. В 2015 году 54 миллиона 100 тысяч 285 рублей. Одной из немаловажных статей расходов является зарплата сотрудникам, на которую с 2012 по 2015 годы включительно было выделено 29 миллионов 619 тысяч 300 рублей.
За эти 4 года в Новоафонском монастыре были также проведены ремонтно-восстановительные работы общей суммой в 13 миллионов 164 тысячи 782 рубля. На хозяйственные расходы было потрачено 16 миллионов 134 тысячи 158 рублей. Начиная с июня 2014 года налогов в бюджет государства уплачено суммой в 4 миллиона 146 тысяч 59 рублей. Следует обратить внимание на то, что ежегодно публикуется полный отчет. Отец Давид, с своего позволения я хочу подчеркнуть, что мы с вами, вы тоже члены Священной Митрополии, единственная религиозная организация на территории Абхазии, которая платит налоги государству. Ежегодно публикуется полный отчет о деятельности Священной Митрополии Абхазии со всеми данными о финансах, с которыми можно познакомиться на нашем сайте, о котором говорил глубоко уважаемый отец Дорофей. Переходя к отчету о работе отдела социального служения Священной Митрополии Абхазии при монастыре святого апостола Симона Канонита, хотел бы сказать, что за 2,5 года существования отдела проделана немалая работа. Прежде всего, мне кажется важным подчеркнуть то, какое особое значение для монастыря имеет благотворительность и служение ближним, и как это неразрывно связано с историей нашей святой обители. Во второй половине XIX века, когда монахи из русского монастыря святого Пантелеймона со святой горы Афон прибыли в Абхазию, одной из главных целей для них сразу стала просветительская деятельность. Так, в 1877 году новоафонские монахи открыли при Нижнем монастыре школу для абхазских детей, которая функционирует до сих пор и совсем недавно была капитально отремонтирована государством. После закрытия монастыря советской властью в 1924 году и вплоть до 1992 года на его территории располагались различные светские учреждения. А во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов здесь работал военный госпиталь. С возобновлением духовной жизни в монастыре в 1994 году новое поколение монахов продолжило благотворительную и просветительскую работу. В это тяжелое послевоенное время наш монастырь оказывал помощь всем нуждающимся как продуктами, так и одеждой. За последние годы в связи с увеличением обращений за помощью Новоафонский монастырь при помощи организации «Волонтеры АПСН» ежемесячно осуществлял выезды с гуманитарной помощью и организовал благотворительную столовую в городе Сухум. В начале 2014 года на основании изученного материала Совет Священной Митрополии Абхазии принял решение об открытии отдела социального служения и благотворительности при монастыре святого апостола Симона Канонита. Главной задачей отдела стало оказание помощи самым уязвимым слоям общества, многодетным семьям, ветеранам войны 1992-1993 годов, инвалидам и пожилым людям. За полгода существования отдела количество семей в списке ежемесячной помощи увеличилось с 12 до 47, а на сегодня это уже 64 семьи. Помощь оказывается любым семьям, вне зависимости от национальности и религиозной принадлежности. Впоследствии, когда список семей увеличился, сотрудники отдела систематизировали работу и собрали необходимую информацию. На основании этих данных на попечение отдела уже 318 человек, из них несовершеннолетних детей 181, малолетних 132, инвалидов 7. Социальная ситуация крайне тяжелая. В списке есть 11 женщин, каждая из которых самостоятельно воспитывает более 5 детей. 3 из них вдовы, у одной из них 10 детей. В начале каждого месяца сотрудники отдела закупают продукты и развозят их по семьям. В среднем на одну семью приходится от 70 до 80 килограммов продуктов. Если в семье больше 5 детей, этого количества не хватает. На сегодня у нас таких семей 19.
Им оказывается помощь в двойном размере. Ежемесячно на закуп продуктов тратится почти до 250 000 рублей. География деятельности отдела такова. Ачимчирский район – 27 семей, Гудаутский район – 15 семей, город Сухум – 8 семей, Гульрыбский район – 7 семей, город Парчал – 5 семей, город Гагра – 2 семьи. Отдел социального служения также оказывает регулярную поддержку медикаментами инвалидам и детям, а также ветеранам войны 92-93 годов. Еще одно направление работы отдела – это оказание единовременной помощи. Еженедельно в монастырь обращаются с просьбами в конкретной ситуации. Между тем, многие находятся в таком состоянии безвыходности, что просят об оказании помощи неоднократно. Монастырь всегда идет навстречу этим людям, поэтому единовременной в строгом смысле такую помощь назвать нельзя. Довольно часто в отдел обращаются за помощью оплатить дорожные расходы для лечения за пределами Абхазии. Бывают случаи, когда государство или какой-нибудь благотворительный фонд оплачивают операцию, но не проживание и дорогу. В таких случаях отдел социального служения всегда старается оказать посильную помощь. Другие семьи просят о помощи в решении бытовых проблем, налаживании домашнего хозяйства. В начале учебного года отдел традиционно помогает семьям, которые не в состоянии приобрести форму и учебные принадлежности, чтобы отправить детей в школу. По всем вышеперечисленным направлениям за прошедшие 2,5 года было принято и рассмотрено 435 заявлений об оказании единовременной материальной помощи. Таким образом, с 2012 года по май 2016 года включительно Священной митрополии Абхазии было выделено на благотворительность 26 795 240 рублей. Деятельность отдела социального служения и благотворительности направлена на то, чтобы оказать максимальную помощь своему народу, гражданам нашей страны. Надеюсь, что в скором будущем эта помощь станет более квалифицированной и полноценной. Мы стараемся выполнять свою работу на должном уровне, но мы не профильные специалисты. Настоящие профессионалы могли бы лучше оценить, какая помощь более эффективна для каждого конкретного случая и разработать комплексный подход в решении таких проблем. На сегодня существует острая необходимость в создании программ по поддержке многодетных и нуждающихся семей. Цель таких программ должна заключаться в помощи трудоустроиться, приобретении сельскохозяйственной техники, охране здоровья семьи, пособий для многодетных семей. Мы призваны помочь всем нуждающимся на данный момент семьям в улучшении условий жизни, в духовной поддержке. Для Священной митрополии Абхазии очень важно видеть свой народ в мире и благоденствии. Для нас это связано с тем временем, когда церковь в Абхазии обретет свой канонический статус. И в каждом месте, где есть православная община и храм, будет осуществляться евангельское служение ближним по заповеди Господа нашего Иисуса Христа. Благодарю за внимание. Давид Тавубдарадзе. Ужаже ему папста митрополия в Шахейла, Камадзанокгуй, Герман, Мирон и Помаршан, юнузки, жез юнузки, жавшук сарзби апсно, а митрополия в Шахейла Каусура, хайрдырд сазухан. Высокое собрание учредителей, уважаемые гости, дорогие братья и сестры во Христе. Я зачитаю небольшой отчет о заседаниях Совета Священной митрополии Абхазии за период с 2011 по 2016 год. 15 мая 2011 года на Церковно-народном собрании в этом самом соборе святого Пантелеймона был избран Совет Священной митрополии Абхазии из 10 человек. По итогам выборов Совет прошли архимандрит Дорофей Дбар, председатель Совета,
иеромонах Андрей Ампар, первый заместитель председателя, иеродиакон Давид Сарсания, второй заместитель председателя, инок Феофан Крутиков, Ашуба Арда Энверович, Дзидзария Тимур Сергеевич, Лакоба Станислав Засимович, Трапш Амар Тукович, Тхагушев Алхас Александрович, Чачхалия Денис Киршалович. 2 вакантных места, как вам известно, были оставлены для духовенства Пицунско-Сухумской епархии, исходя из идеи объединения, с которым мы это и сделали. В Совет за истекший период Советом было проведено 24 заседания. Изменения в членстве Совета претерпел всего 1 раз. 20 января 2012 года на 4-м заседании Совет рассмотрел просьбу членов Совета Станислава Засимовича Лакоба и Дениса Киршаловича Чачхалия о выходе их из состава Совета СМА, удовлетворил их просьбу в связи, во-первых, с переходом Станислава Засимовича Лакоба на государственную службу секретарем Совета Безопасности Республики Абхазия и Дениса Киршаловича Чачхалия в связи с невозможностью регулярного участия в работе Совета, постоянное проживание за пределами Республики Абхазия. На 2 вакантных места членов Совета Священной Митрополии Абхазии утвердили кандидатов из числа 12 мирян, избранных на Церковно-Народном собрании по числу голосов. Это были Пандария Руслан, набравший 377 голосов, и Аргун Ахра, набравший 368 голосов. Решение это было принято единогласно. В дальнейшем и до сего дня заседания Совета проходили в указанном списке, часто использовались средства коммуникации, интернет, так называемые скайп-конференции и прочее. В 2011 году прошло 3 заседания и было рассмотрен 21 вопрос. В 2012 году также прошло 3 заседания, было рассмотрено 11 вопросов. В 2013 году прошло 6 заседаний, рассмотрено 16 вопросов. В 2014, соответственно, 4 заседания, 23 вопроса. В 2015 также 4 заседания, 17 вопросов. В 2016 прошло 4 заседания, рассмотрено 9 вопросов. Итого, с 2011 по 2016 год Совет Священной Митрополии Абхазии провел 24 заседания, рассмотрел 94 вопроса. Избрание заместителей председателя, секретаря Совета, первое рассмотрение и утверждение устава, а также утверждение избранного братья-настоятеля монастыря святого апостола Симона Канонита, утверждение штата митрополии и СМИ митрополии прошло на первом же заседании Совета Священной Митрополии Абхазии 20 мая 2011 года. 10 июня 2011 года, согласно решению Церковно-Народного собора, то есть предшествующего собрания, Совет утвердил известный всем вам текст обращения главам всех православных церквей, в частности, его святейшеству Всесвятейшему Варфоломею I, архиепископу Константинополя, Нового Рима, Вселенскому патриарху и Священному Синоду Константинопольской церкви. Также мы обратились к его блаженству, блаженнейшему Федору, папе и патриарху Великого Града Александрии, Ливии, Пентаполя, Эфиопии, всего Египта и всей Африки, и Священному Синоду Александрийской церкви. Мы обратились к его блаженству, блаженнейшему Игнатию IV, патриарху Великого Божьего Града Антиохии, Сирии, Аравии, Киликии, Иверии, Месопотамии, всего Востока и Священному Синоду Антиохийской православной церкви. Мы обратились к его блаженству, блаженнейшему Феофилу III, патриарху Святого Града Иерусалима и всея Палестины, Сирии, Аравии, всего Заиордания, Каны, Галилейской, Святого Града, Сиона и Священному Синоду Иерусалимской православной церкви. Это как раз та самая церковь, откуда недавно вернулись с благодатным огнем паломники из Абхазии. Мы обратились к его святейшеству, святейшему патриарху Кириллу, Московскому и всея Руси, Священному Синоду Русской православной церкви. Обратились к его святейшеству, святейшему Иринею, архиепископу Печскому, митрополиту Белграда Карловацкому, патриарху Сербскому и Священному Синоду Сербской православной церкви. Мы обратились к его блаженству, блаженнейшему Даниилу, архиепископу Бухарестскому, митрополиту Мунтенскому, Доброджийскому, наместнику Кесарии Каппадокийской, митрополиту Унгро-Валашскому, патриарху всей Румынии и Священному Синоду Румынской православной церкви.
Мы обратились к Его Святейшеству, Святейшему Максиму, Патриарху Болгарскому, Митрополиту Софийскому и Священному Синоду Болгарской Православной Церкви. Мы обратились к Его Блаженству, Святейшему и Блаженнейшему Илье II, католикосу, Патриарху Грузии, архиепископу Мцхета Тбилиси и Священному Синоду Грузинской Православной Церкви. Мы обратились к Его Блаженству, Блаженнейшему Христостому II, архиепископу Новоюстинианы и всего Кипра и Священному Синоду Кипрской Православной Церкви. Мы также от вашего лица обратились к Его Блаженству, Блаженнейшему Иерониму II, архиепископу Афинскому и всея Эллады и Священному Синоду Элладской Православной Церкви. И мы обратились к Его Блаженству, Блаженнейшему Анастасию, архиепископу Тиранскому и всея Албании, митрополиту Тирана Дурецко-Эльбалсанскому и Священному Синоду Албанской Православной Церкви. Также Его Высокопреосвященству Блаженнейшему Саве, митрополиту Варшавскому и всея Польши и Священному Синоду Польской Православной Церкви, и Высокопреосвященнейшему Христофору, архиепископу Пражскому, митрополиту чешских земель и Словакии, Священному Синоду Православной Церкви чешских земель и Словакии, то есть ко всем 14 православным церквям. 9 января 2012 года по итогам этого обращения прошла встреча членов Совета Священной Митрополии Абхазии с Вселенским Патриархом Варфоломеем I, и было положено начало переговорному процессу по известному церковному вопросу Абхазии. Вселенская Патриархия поставила перед представителями Священной Митрополии Абхазии в ходе переговорного процесса председателем Совета Священной Митрополии архимандритом Дорофеем Дбар и вторым заместителем председателя иеродиаконом Давидом Сарсания, которые в дальнейшем выезжали на различные переговоры, 3 условия. Первое. Для решения абхазского церковного вопроса. Первое. Необходимо мнение народа о желании или нежелании оставаться в составе Грузинской Православной Церкви. Второе. Мнение духовенства на территории Абхазии по тому же самому вопросу. И третье. Поскольку в Абхазии нет епископа, официальное обращение главы государства для начала восстановления института церкви, для легитимизации этой деятельности со стороны Вселенской Патриархии. Священная Митрополия Абхазии достигла успеха в отношении 2 из 3 вышеперечисленных вопросов. 20 июля 2013 года Совет Священной Митрополии Абхазии постановил одобрить работу представителей СМА архимандрита Дорофея Дбар и иеродиакона Давида по решению абхазского церковного вопроса, возблагодарить Господа за доставку со Святой горы Афон дара 6 антиминцев и мощей мучеников Элладской Православной Церкви, полностью поддержать инициативы и резолюцию круглого стола, прошедшего 18 июня 2013 года в конференц-зале гостиницы «Атриум Виктория» по итогам сбора более 70 тысяч подписей граждан Республики Абхазия, высказавшихся за воссоздание автокефальной православной церкви Абхазии. Одобрить избрание членов Совета Священной Митрополии в Организационный комитет по созыву Всеабхазского собрания православного народа в составе архимандрита Дорофея Дбара, иеромонаха Андрея Ампара, иеродиакона Давида Сарсания, Дзидзария, Тхагушева, Маршани. Более 70 тысяч подписей граждан Республики Абхазия хранятся в архиве Священной Митрополии Абхазии. Второе условие, поскольку я небольшую ремарку сделаю, поскольку со стороны не совсем компетентных лиц постоянно высказывается упрек в адрес духовенства Абхазии о вот этих бесконечных разногласиях по поводу решения абхазского церковного вопроса, вот вынужден констатировать с радостью такой факт, что 7 мая 2014 года все духовенство Республики Абхазия, вне зависимости от того, в какую религиозную организацию они входят, в кабинете президента Республики Абхазия единогласно и единодушно одобрив
письмо в адрес синокса или собрания, синоксиса или собрания, проходившее в этот момент в Константинополе, то есть глав и предстоятелей всех православных церквей. И все духовенство Абхазии единодушно обратилось за помощью к ним. Таким образом, это условие тоже было выполнено. Третье условие – официальное обращение главы абхазского государства для начала восстановления института церкви пока остается открытым, что не позволяет приступить к процессу его восстановления на территории Республики Абхазия. На всех заседаниях в совокупности было рассмотрено 5 годовых отчетов и утверждено 5 расходных статей на предстоящие годы. Первым по количеству рассмотрений и важности, конечно, всегда являлся и является вопрос о ходе переговорного процесса по решению абхазского церковного вопроса. Совет Священной Митрополии Абхазии утверждал переписку, принимал отчеты о ходе переговоров с участием Вселенской Патриархии, Русской Православной Церкви, Сербской Православной Церкви и других церквей. Что касается внутренней жизни, пастырской, административной и просветительской деятельности, они следуют сразу за первым вопросом. 2 октября 2013 года Совет СМА, в частности, одобрил освобождение от обязанностей настоятеля монастыря иеромонаха Андрея Ампар согласно поданному прошению, сохранив за иеромонахом Андреем пастырское попечение о нуждах насельников обители и прихожанах храмов митрополии. Возложил на иеродиакона Давида Сарсани обязанности наместника монастыря святого апостола Симона Канонита в соответствии с главой 3 Устава Новоафонского Симона Канонитского монастыря. Немалую часть времени Совет посвятил и ходу внутреннего переговорного процесса с представителями Пицунско-Сухумской епархии. Переговоры проходили как индивидуально с членами Совета Митрополии, так и с посредничеством руководства Абхазии, известных политических, общественных деятелей. Единство у всего духовенства Абхазии остается в вопросе о независимом статусе церкви в Абхазии. В этом вопросе все священнослужители едины. Пути же достижения независимого статуса продолжают оставаться камнем преткновения в среде абхазского духовенства. Члены Совета также принимали и принимают участие в большинстве значимых и памятных мероприятиях в нашей стране. Благодарю за внимание. Уважаемый Ацухтунпи Ажииму Арда Инверипа. Абзер Шимас, Хатырыспу, Айбет Бенахат, Жлар Пизар Яла Хуаджлар, Анапштра Асастра. Апсна Кирсян Пело, а Кирсян Ратурухи, а Кирсян Хаджрей, а Пизху Ацудгара, Ашапур Ура Атахум. Шахатра Руит, Макяна Гейб Ханигулу, Апшпи Бявка Дюшуш Сарахас, Заргулар Яджис, Абашко, Анахартаква. Абазшаку Зерги, Имрцку Хахман Зебархана Яргит, Аюра Шхама Мизги, Яра Кирсянра Ацаскуй, Ацаки Аджидракуй Азаршуа, Ажако, Ахшизаква. Ихаб Аллах Аджбишзабра, Адзахра, Аджихра, Аныха, Аныхачапа, Амшаб, Хирса, Нанха, Уха Акырдза. Аджиншпло Пибашра, Калан Запсну Хама Курджа, النحر فنسوس ممزرج النحر دو قرآن عبسو عرخ وح يونالوز وشال درخوز أزوك ويجا كراكون أزرش زارخون أن أينا أنشيعون أخو خما خدسرا رقال شامس إزبانزر وبسوا بشوك دغمس ربطخ زر حشز عبج غرقوا بسفلا يراز حشز إميوكوزوس دخيغمس أخوية تبان أختسكوا أيضا كورب سخون يوتخذر أكر شرطة أراكر طلبها رحون دران شيمة الزواز أبشي تشيء أي حبري مبرغوز بوليتيكا درجة يرلش نيغا عن شيء شنا حكيرسيان رام مزرتس يتخان حلشاز يحيتيت أبسو بشي تشيء أنايس عزاز واليالبشاوا عن شيء يمت زوشز ورسطوكي أدوحات سيرة
ҵариурҭақәа ирҭало, рҵарақәа хдыркәшо иалагеит ус Аԥсныҟагьы игьежьит. Урыстәылатәи Уахәама иабзоураны аԥшьаҩцәа ԥсышәала анцәа имаӡаруа ажәлар рдоуҳатә ҭахрақәа нарыгӡо иааиҵагылеит. Агәыӷра ҟалеит, уаанӡа иҳампыҵызхьаз ԥсуак зызлахәымыз аҿы аиҵагылара иахьалагаз, доуҳалагь аизҳара ҟалап, уаанӡа ҭоурыхла иҳамаз ҳхаҿра анцәа иҳазиргьежьып ҳәа. Урыстәыла Уахәама иара ҳҳәынҭқарра ахаҭа иҟанаҵ ихабзиарақәа иахьагьы изҿу ахә ҳаракны иаҳшьоит. Уи аҵабырг аӡәгәы иахәап ҳәа акәым. Анцәа дазыразхааит. Адунеи дуӡӡа ар хаҿ-хаҿатәы амчра шамоугьы иҟоуп иара амч зқәымхо зинла ԥҟарала. Уи аԥсуа Уахәама иамаз астатус аргьежьра ауп. Аԥсны ҳҳәынҭқарратә ҳәаала, зинла, Қырҭтәыла иалҵны бжьарла, шьакаҭәарыла ахьыԥшымра ҳзыргьежьзаргьы доуҳала уи макьаназ иҳалымшыц, ҳшалахәыц ҳалахәуп. Қырҭтәылатәи Уахәама алҵра ихьыԥшым аԥсуа Уахәама ашьақәа ргылара ауп актәи аныха жәлартә еизара изаԥнаҵаз Аԥснытәи аметрополиа ԥшьа. Ишыжәдыруа еиԥш, аметрополиа ари политикам, партиам, ҳәынҭқарратә амчратә усбарҭам, ари доуҳатә еиҿкаароуп. Аӡәы иҿагыло, мамзаргьы идгыло, зырнаго, ма даҽа Уахәамак иақәыӡбо, иақәмақаруа иҟам. Азингьы иамам, хықәкысгьы ишнамхеит. Хықәкыс иамоу, макьанагь доуҳала изыдҳәалоу Қырҭтәылатәи Уахәама ашьацҳәа аҿыҵроуп. Згәы имыхәо дара роуп. Избанзар, ақьырсиан дунеи аҿы амц ижьаны ирыман иахьа уажәраанӡа. Аԥсынгьы иара иахылаԥшуа, еимакык ҟалазаргьы рымчра шрымчроу иҟоуп ҳәа агәра ддыргоит. Аха аиаша аԥшуа ианалага ацәымӷрагьы ҟалеит. Уаҳа даҽа Уахәамак атәы ҳамҳәац, ҳаҿамгылац. Уигьы аҿагылара акәӡам. Аиаша ҳәара, ахеиҭаҳәароуп. Нас иҟоу џьашьатәу, ҳхьышьҭрахь дгьежьыр ҳҭахызар. Ҩышә шықәса инарҳаны иҵуеит аҵыхәтәантәи аԥсуа патриарх дыԥсижьҭеи. Уи нахыс аԥсуа Уахәама ихнагахьоу ауадаҩрақәа, арыцҳарақәа рацәоуп. Аха иҟоуп макьана имыцәац цәашьык. Убри иаркнаҵы ацәа ырԥсасины, даҽа цәашьык ҟаҵаны ашьандал инҭаргылан аваргылара алшара ҳамоуп. Акыраамҭа, акыр шықәса ҵуеит, ихьыԥшым аиашатә Уахәамақәа реизара ду мҩаԥырымгеижьҭеи. Урҭ лассы имҩаԥыргаран иҟоуп. Аиаша аҵабырг, ақәнага, аҭоурых ҵабырг ахаҭаҵәҟьа аиҭаҳәараз, ихьыԥшым ҳхатә Уахәама статус аргьежьраз, ҳус иахәаԥшырц, аҳәара ҟаҳҵазар гәнаҳас иҟаҳҵеи. Ԥшьыни жәашықәса раԥхьа ишьҭырххьан ари азҵаара. Иахьа дырҩегьых иахәаԥшырц ишьҭаҳхуеит. Адунеи иадырааит аиаша, ҳажәлар рҭоурыхи, рлахьынҵеи, ргәаҳәареи. Аԥсны жәлар аҳәоуеиқәшәара, аибачҳара, аизыӡырҩра анцәа иҳабжьеиҵааит. Анцәа дышәзырызхааит зегьы. Иҭабуп шәахьзыӡбаз. Иҭабуп даараӡа қәгыларазы. Друзья мои, значит, мы закончили официальную часть, то есть мы должны были, официальную в том первую часть нашего заседания, мы должны были отчитаться перед вами за всю проделанную работу всех лиц, которые вы видите здесь, которым было доверено, значит, стать членами Совета Священной Митрополии Абхазии в 2011 году. Более подробную оценку нашей деятельности, разумеется, вы сможете сделать только после того, как подробнее ознакомитесь со всеми выступлениями, которые будут выложены в интернете. Но, по крайней мере, сейчас мы постарались в целом, чтобы у вас было представление о деятельности жизни Священной Митрополии за 5 лет. Теперь, сейчас, значит, мы все, слава Богу, с вами идем согласно нашему регламенту. Значит, сейчас будет оглашение списков кандидатов в члены Совета СМА. Значит, Герман Маршаня сейчас огласит их. Я сознательно, значит, попросил, вы увидите здесь небольшие автобиографии и так далее,
Вы хорошо знаете, значит, первые лица Священной Митрополии. Я не думаю, что сейчас имеет смысл подробно вам рассказывать, значит, автобиографию этих лиц. Кроме того, значит, уже второй раз мы участвуем, много раз это озвучивалось, поэтому будет речь только о тех лицах, которые от мирян 12 представлены, из которых вы потом будете выбирать 6. После того, как Герман завершит, не переживайте, я детально вам объясню в течение 5 минут, как будет проходить процесс голосования. Пожалуйста, Герман, озвучьте общий список кандидатов в члены Совета СМА. Общий список кандидатов в члены Совета Священной Митрополии Абхазии второго созыва, утвержденный Советом Священной Митрополии Абхазии. Архимандрит Дорофей Дбар, Иродиакон Давид Сарсания, Инок Феофан Крутиков, Аргун Ахра Гуликович Очемчира, член действующего Совета СМА, Ашуба Арда Энверович Сухум, член действующего Совета СМА, Дзидзария Тимур Сергеевич Сухум, член действующего Совета СМА, Пандария Руслан Владимирович Новый Афон, член действующего Совета Митрополии, Трапш Амар Тукович, Новый Афон, член действующего Совета Митрополии, Тхагушев Алхаз Александрович Сухум, член действующего Совета Митрополии, Яланчиди Дионис Панайотович, Новый Афон, выдвинут 71 заявителем, Чалмаз Мирон Михайлович, город Новый Афон, выдвинут 51 заявителем, Попава Геннадий Раулевич Творчал выдвинут 10 членами Совета СМА, Гиндия Георгий Надарович Очемчиров выдвинут 5 заявителями. Значит, сейчас ровно в 2 часа все вы проходите, разумеется, не нужно всем сразу туда направляться, но частично, пока какая-то часть выйдет. Здесь вы можете смотреть, фильмы будут показываться, просветительские песнопения и так далее. Значит, голосование будет проходить, вот где вы заходили у центрального входа, спускаетесь в церковную лавку вниз, там будет сидеть избирательная комиссия. Вы получаете бюллетень с печатью, значит, которая была утверждена у нас на первом церковно-народном собрании. Значит, берете бюллетень, затем проходите, вам покажут, там 8 кабинок, где стоят столы специально, вы тихо, внимательно, значит, никто вам не мешает, сделаете свой выбор. Теперь, что касается выбора. Пункт 1. Значит, кандидаты от духовенства и монашества, значит, в Совет СМА. Значит, братья и сестры, я уже говорил в своем докладе, у нас с этим проблема, да, значит, с духовенством особенно проблема. Поэтому там должно было быть 6 кандидатов, может быть и 20, но в Совет должны попасть 6. У нас этого числа не хватает, поэтому 3 кандидата. Вы голосуете за этих 3 кандидатов. Хотите за одного, хотите за 2, хотите за 3, у вас здесь право выбора. То есть, значит, либо все 3, вот здесь вы видите, либо 1, либо 2, как вы хотите. Второй пункт, вот сейчас он вам показывается. Голосование за председателя Совета Священной Митрополии, он тоже выбранное лицо вами, значит, и кандидата, как мы говорили тогда, во епископы Священной Митрополии Абхазии. Но в любом случае, когда мы обсуждали, мне говорили о том, что члены Совета не нужно этого делать, зачем голосовать. Я сказал о том, что существует такая практика и в других странах и церквях, голос доверия. То есть понятно, что нет кандидата, значит, конкурента или, так сказать, другого человека, но голос доверия – это ваше право. Почему? Потому что, может быть, вы не хотите все, что мы делаем, и скажете нет, и тогда будет по-другому. Да? Это ваше право. И пункт 3. Вот здесь, значит, пункт 3 сейчас они покажут, пожалуйста. Кандидаты, 12 кандидатов от мирян, значит, 12, из них вы выбираете только 6. Учтите, пожалуйста, только 6 кандидатов из 12. Значит, как формировались эти списки? Мы уже говорили, что мы за 3 месяца до этого дали заявку.
Люди подавали заявки, собрали 447 заявок, в которых люди указывали, кого бы они хотели видеть в качестве кандидата, значит, из своего региона, из своего села, населенного пункта. И на основании, значит, большего количества набранных голосов сформировался. И дальше мы 2 кандидата внесли с учетом уже, значит, представления разных регионов Абхазии среди этих кандидатов. Значит, здесь я еще хочу следующее вам пояснить. Вот кто сейчас присутствует здесь, кто-то из вас может сказать, а вот мы бы тоже хотели кого-то. Так я вас призываю в следующий раз, через 5 лет, когда такого рода собрания, все-таки более ответственными быть. Да? Мы должны с вами приучать себя к тому, что мы строим как демократическое государство, в котором граждане определяют, и ответственность граждан, то же самое в церковной среде. Раз мы голосуем, значит, должна быть ответственность. То есть заранее нужно подавать, сейчас мы никого уже вносить туда не можем. Но вы имеете и знаете эту возможность в дальнейшем. Дальше. Затем будет подсчет голосов. Значит, когда вы туда пойдете, по партиям я вас очень прошу, значит, вот первая часть отсюда выйдет, потом вторая, третья. Затем ровно в 16:00 мы возвращаемся с вами сюда, в этот зал заседания. Я еще раз говорю, продолжаем вторую часть, она не будет такой большой, но очень важной.